Об автономии советской Якутии мечтали самые прогрессивные люди нашего края еще на заре советской власти. Проект положения будущей Якутской республики был составлен комиссией под председательством Платона Алексеевича Аюнского. Владимир Ильич Ленин поддержал проект. Государственно-правовое оформление автономной республики завершилось постановлением Президиума Всероссийского Центрального исполнительного комитета от 27 апреля 1922 года. 1 июня этого же года было создано первое национальное советское правительство во главе с Платоном Алексеевичем Аюнским. В начале XX века Якутия была одной из самых отдаленных окраин царской России. В 1905 году были опубликованы данные первой всеобщей переписи населения 1897 года. Тогда в Якутской области проживало 269 880 человек. Большинство жителей области занимались сельским хозяйством. Из промышленности только-только зарождалось кустарное золотодобывающее производство. Большинство жителей Якутской области жили бедно, терпели нужду. В нашем фильме мы расскажем, как развивалась наша республика на примере нескольких семей простых ее жителей. Ведь история каждой семьи, всех якутян, неразрывно связана с Днем Республики. Мама сестер Андреевых родилась еще до революции. В раннем детстве они с братом осиротели. Еще совсем ребенком маме пришлось работать. А мама в Нюрбе родилась, и она рассказывала, что в 10 лет сиротой осталась с братом. И вынуждена была батрачить. Тогда батрачить она доила коров. И вот рассказывала, что такой холод был, а обуви не было. И вот корова, когда писает, она ноги там грела. Вот для нас это было вообще, что такое, мама пережила такое. Уже в советской Якутии Ольга Петровна выучилась на фельдшера и вышла замуж за Никиту Васильевича Андреева, уроженца Мельжахсинского наслега села Хуробут Мегино-Кангаласского улуса. Бабушка наша, Акулина Семеновна, и наш дед Василий Петрович, вот они. Они, значит, до советской власти дедушка наш хотел, чтобы в его семье старший сын выучился. И, значит, отец таким образом поступил в финансовый техникум. В годы Великой Отечественной войны Никита Васильевич Андреев был председателем Татинского райисполкома Якутской ССР. Туда послала его партия. Руководство районных администраций решало важную задачу военного времени – создание крепкого тыла и оборонной мощи страны. В условиях войны все отдавалось фронту. После папы идет дядя Алеша, Алексей Васильевич, ветеран Великой Отечественной войны. Он защищал Москву, он был заслуженным учителем, трудовик, физкультуру преподавал, организовал саму школу, строительство школы в Харабуте. Так что его там очень уважают, почитают. Эти часы достались по наследству от семейства Лонгиновых. Они шли в свое время, в 1942 году они остановились. И только в 60-х годах их сделали. Владимир Лонгинов родился в семье священнослужителя. Мама – учительница. Его отец был священником в Тандинском приходе у Салданском улусе. После школы Владимир окончил курсы соцстрахования и успел поработать в селе Тампо бухгалтером. Фактически он ушел в армию добровольцем. Курс молодого бойца проходил по Свердловском. Получил специальность пулеметчика. В конце ноября, наверное, был направлен на Калининский фронт. В Калининском фронте, в этом полку, он прослужил всего 2 дня. На второй день он был ранен и отправлен в госпиталь, и где он пролечился около 3 месяцев. И уже после излечения он попал в 206-ю дивизию. Дядя на Воронежском фронте воевал. Там он еще был 2 раза ранен.
И когда подошли к Днепру 25 сентября, он в числе первых, там отбирали людей, кто должен первым форсировать Днепр. 25-го они форсировали, закрепились, за этот самое ему дали звание героя. Долгое время сержант Владимир Лонгинов считался пропавшим без вести. Благодаря поисковикам в 1965 году выяснилось, что он погиб в 1943 году. Его похоронили в братской могиле в селе Пшеничники Каневского района Черкасской области на Украине. Нашли дядю в 1965 году, а в апреле 1966 года бывшую улицу Академической переименовали в честь дяди Володи. Бережно хранят награды своих отцов и в семье Игнатьевых. Отец Людмилы Васильевны призывался из Алёкминска, а отец Петра Петровича ушел на фронт из Кобяйского улуса. Оба покалечены с многочисленными ранениями. Они вернулись с полей сражений домой. Папа у меня, Малышев Василий Филиппович, в сложной и тяжелой войне прошел путь от сержанта до гвардии старшего сержанта, противотанковой артиллерии. И воевал на Курской дуге, на Доне. Был ранен несколько раз. Потом последний раз уже очень тяжело ранен был под Бухарестом. И домой он вернулся уже в августе 1945 года. Участвовал в форсировании Днепра и взятии Киева. Дивизия вела бои на Лютежском плацдарме. И так он воевал до ноября 1943 года в звании гвардии старшего сержанта. И награжден он за мужество и стойкость в Великой Отечественной войне, за медалью за боевые заслуги, медалью за победу за Германию и орденом Великой Отечественной войны первой степени. Мой отец призвался тоже в 1942 году летом, неграмотный. Ему далеко за 40 было, под 50 даже было. Ни слова по-русски не знал, неграмотный, не писал, вместе подписи крест ставил. Кроме отца призвался и его брат родной, Кирилл Иванович. И ихние семьи тоже большие довольно-таки. Все обеспечивал дедушка. Рыбалкой, охотой. И, кроме того, 1000 тонн, наверное, рыбы сдал. Именно за победу, для победы и так далее. Это днями и ночами тяжелейший труд. Хотя, говорят, он как будто белями маганулар курдык. Такой удачливый был. Но это просто умопомрачительно. Таким образом мы укрепляли республику нашу и наше Отечество, Россию. В послевоенное время необходимо было восстанавливать народное хозяйство. Никита Васильевич Андреев был назначен министром местной промышленности. После учебы во Всесоюзной высшей финансовой школе занял пост первого заместителя председателя Совета министров ЯССР. Нас очень много было, нас 5, и у бабушки еще сыновья и дочка. И за столом нас 20 человек, наверное, было, если не больше. И управлялась бабушка как бы накормить. И целое дело было, чтобы там кашу сварить, манную кашу. А еще, когда дедушка возил нас за сеном, по пути, значит, проверяли, там еще ставили сохсо, попадется ли зайчик. И для нас это событие было, не очень-то разрешалось тогда, как бы это нелегально, зайчик. А семья-то большая, прокормить надо. А у нас папин брат Алексей Васильевич учителем был, и он хороший охотник был, и Обя озеро было
Он там охотился и уток убивал. И вот эти утки бабушка кому голову, кому лапки, кому там что-то там разделит, и суп с лапшой. И вот я в бабушку пошла, и мне так всегда нравится этот суп с лапшой. Я всегда очень любила бабушкин этот суп. И зайчатину тоже также делила. И нас очень много было. И вот потом мы уже спустя много лет думаем, как же бабушка справлялась такую большую семью кормить. В то время вместо зарплаты трудодни были. Вот. И наша старшая сестра и брат работали в колхозе летом на каникулах. Приезжали и зарабатывали трудодни. Трудодни выдавали там маслом, мясом. И таким образом они помогали. В 1962-1963 по решению Никиты Сергеевича Хрущева было дано задание объединять колхозы. И отца отправили в 1962 году в Мегино-Кангаласский район. Он, несколько лет объединял колхозы. В 1956 году он был непосредственным участником Иркутского совещания этого перспективного плана развития нашей республики. Тогда было решение принято о разработке коксующихся углей и построении железной дороги. Слышишь, время гудит, там, на просторах крутых, там, и большая тайга покоряет она. В 1974 году в апреле был съезд комсомола. Съезде объявили БАМ союзной комсомольской ударной стройкой, и с союзных республик направляли комсомольские отряды, так называемые тогда, бойцов. С Якутска тоже решили отправить комсомольцев отряд. У нас всего 17 человек было. Самолетом долетели до Алдана, там тоже нас встретили. С Алдана в Тюльман, а с Тюльмана уже на автобусе довезли нас до Тынды. Девчонок оставили, строительные бригады, штукатуры, малярами они были, мой один. А нас десантом бросили на автодорогу от Беленькой до Тынды. Там искусственные сооружения, мосты, трубы строили. Все лето до осени. Осенью все в Тынде поработали. И потом десантом нас в ноябре месяце уже на станцию Могот. Строить Байкало-Амурскую магистраль из Якутии направили 2 отряда. Позже бойцов объединили в один отряд – якутский комсомолец. Станцию Могот, поселок Тынду, позже стал городом и столицей БАМа, начинали строить с разбивки будущих улиц. Расчищали площадку под дома, просеку, улицы прорубали, потом нули ставили. Первые с колышка начинали домик, столовую, общежитие. Сутками работали. По несколько, пока не выработаешь, привозят там 7 пакетов. Это километр с небольшим. Вот с Тынды возили. Потом уже в Еленгре свиносборку сделали сами. И ждешь хоть день, хоть ночь, пока с Тынды эти звенья привезут, пока километр не уложишь. Просека раньше прорубалась, потом их колонны отсыпку делали. И мостовики, мосты, трубы, искусственные сооружения. И вот за ним мы по пятам шли. Обустройство Южно-Якутского территориального комплекса шло параллельно строительству малой ветки БАМа. Как только железная дорога пришла в Нерюнгри, началась отгрузка первого угля. Строительство самого города Нерюнгри, первой обогатительной фабрики, шло ускоренными темпами. Первые партии угля пошли за рубеж. И вот эта ветка, она очень быстро окупилась. Уголь же возили на экспорт японцам. Уголь туда поставили, как коксующийся уголь нерюнгринский. В 1978 году уже начали возить уголь. Между тем, на западе республики с начала 1950-х годов начались геолого-разведочные изыскания газовых месторождений. Так начал претворяться в жизнь план промышленного освоения западной части Якутии, разработанный советскими учеными
первой всероссийской научной экспедиции 20-30-х годов начала 20 века. И с 60-х годов началось активное развитие газовой промышленности региона. Когда мы приехали в поселок Кызылсыр, он был небольшой, всего 3000 населения. Я сама работала в строительстве, проектировала кернохранилище, проектировала реконструкцию газовой котельной, когда мы перешли на турбинные котлы, которые отапливались газом. Хотя мы жили, собственно, на газе, но поселок сам не был газифицирован. Газифицированы были только промышленные объекты. У нас, значит, было там очень много экспедиций. Самая главная экспедиция – Вилюйская геологоразведочная экспедиция, Вилюйская экспедиция глубоких бурений, Вилюйская геофизическая экспедиция. И еще была экспедиция комплексных геофизических исследований. Но все вот они работали на благо снабжения и подачи газа в город Якутск. Потому что оттуда, с среднеленского месторождения, подавался газ в Центральную Якутию, в город Якутск. Первые специалисты газовой промышленности, инженеры, геологи, строители жили со своими семьями просто и дружно. Ну, во-первых, там был многонациональный народ. В основном там жили русские, украинцы, татары, башкиры, но они все работали на благо нашей Якутии. Никогда не было никаких ссор, никаких митингов. Зарплату очень хорошую платили геологам, поэтому люди там держались за работу. И поселок развивался. Сейчас вот возрождается поселок. Он, конечно, когда Советский Союз распался, и естественно, поселок тоже почувствовал это на себе, но промышленность там вообще не заглохла. Она как была, так и есть. И по сегодняшний день газ идет сюда. Но сейчас там молодежь работает. Старики, конечно, разъехались, но очень много ветеранов еще до сих пор там работает, потому что геологами, наверное, рождаются, а не становятся, потому что эту такую трудную работу любить надо. Молодые специалисты, инженер строительства Людмила Васильевна и хирург Петр Петрович в феврале 1976 года сыграли свадьбу и 10 лет отдали своей жизни молодому поселку Кызылсыру. Позже уже опытного хирурга назначили главврачом районной больницы всего Вилюйского района. 35 коек было, через практически 10 лет это была 120-коечная больница, 6 отделений клинических, 22 врача, в районе 22 поселка. Практически везде открыл больницы, пусть на 10 коек, но обязательно с врачом. У меня все практически узкие специалисты были. Окулисты, фтизиатры, акушер-гинекологи, педиатры. Хирургов вообще где-то 7 человек. Тогда улица называлась проспект Ленина, 15. И нам дали квартиру на первом этаже. В нашем подъезде жили известные, выдающиеся люди. Я работала в физтехпроблем Севера. И у нас председателем Академии, Сибирского отделения Академии наук был Черский Николай Васильевич. Он жил в нашем доме. Еще жил Чудинов у нас, тоже ученый. Вместе с женой. Тут также жил Тарский. Благодаря ему спорт развился у нас в республике. Тоже известный деятель спортивного движения. А потом в нашем доме жил известный оперный певец, солист театра Соколовский. А потом Гран Григорян, тоже музыкант,
И как сейчас помню, он всегда выходил на крыльцо греться со своим котом. Я его так и запомнила. Мы, дети, тусовались на подъезде. Он как раз в нашем подъезде жил, выходил и всегда мурлыкал что-то себе под нос. Нас обязательно детей приветствовал. Вообще все взрослые очень любили детей. Всегда с нами общались, шутили. С нами Чудинов играл в теннис, например. Я еще не назвала Гурьева, нашего замечательного нейрохирурга. Вся детвора выходили играть лапту. Это называлось беговая лапта. И взрослые с нами. Вот это был праздник для нас, когда все взрослые выходили и с нами играли. Театральная деятельность в Якутии зародилась еще в начале XX века. С первых дней Якутской ССР большое внимание уделялось развитию образования, искусства. Уже тогда стали появляться первые профессиональные артисты, художники. Позже появится театр оперы и балета. Наша республика славится всегда искусством в разных областях. И театр, прорыв большой был сделан благодаря Андрею Савичу. В музыкальном плане очень все поющие, все танцующие, художники замечательно у нас, архитекторы тоже прославились. Они, конечно, сейчас есть возможности большие. Наверное, во всем мире такое предоставлена возможность молодым как-то совершенствоваться, что-то себя реализовывать как-то. Когда человек проявил себя, потом уже начинает поддерживать. Вот это мой взгляд такой. Конечно, так и должно быть, наверное. Вместе со всей страной якутяне радовались первому полету в космос Юрия Гагарина. Вся молодежь в то время была нацелена на учебу. Все получили образование вот в нашей семье, и мои одноклассники все тоже получили, кто в Риге, кто в Иркутске, Москве. И потом мы встречались с одноклассниками, делились там впечатлениями, кто как. То, что Гагарин полетел в 1961 году, мы все на улицу прыгали, скакали, ура, кричали. Потом у нас улицы стали благоустраивать, стали нарядные, здания появились каменные. Кто из знакомых приезжал, говорил, как у вас город похорошел. Отмечали, что у вас и архитектура такая домов. Как-то стараемся еще в национальном стиле там здания украшать. Одно время был уклон обучения гуманитарным профессиям, а сейчас стали возрождать именно инженеров. Звание инженер любой специальности сейчас очень ценится. И еще если он умеет руками что-то делать, инженер, то это вообще бесценный работник. А сейчас вот, например, эти рабочие профессии очень актуальны. Мы уже настолько компьютеризировались, настолько у нас развита информационная технология, что сейчас каждый рабочий должен уметь работать с автоматами. Мы не останавливаемся. Мы же все живем, учимся, работаем. У меня даже дочь замуж вышла 27 апреля. Считаю, что мы выросли, хоть и в Советском Союзе, но продолжается жизнь. У нас же внуки растут, и они уже растут в век технологий, высоких технологий. История нашего региона продолжается. Сегодня сбылись мечты всех тех, кто стоял у истоков строительства первой национальной автономной республики в составе РСФСР. Платон Аюнский, Максим Амосов, Исидор Барахов, Степан Ржаков и многие другие видные политические, государственные деятели, представители творческой интеллигенции тех лет мечтали о том, чтобы наша республика стала сильным и развитым регионом Великой России.